Вообще тембр моего голоса, он не позволит мне красиво прокричаться. Алло, здравствуйте, а мама дома? Когда я беру трубку, да, думаю, что это мои дети. Я всегда в детстве думала, Николаевский, это, наверное, в честь моего деда карьера. По сути, работая в одной компании, делая одно дело, вашему блоку приходится быть по другую сторону баррикады с техническим персоналом. Да. Так скажем, когда не директор, а директорка. Вот вы директорка или директор? Однозначно директор. Я за чистоту русского языка однозначно. Директор. Горно-орудное производство не однородная сфера. Для обывателя может показаться, что здесь есть и горняки, и обогатители, и на этом все. Но на самом деле здесь очень много так называемых вспомогательных служб, без которых невозможно представить работу всей компании и, в частности, ее подразделений. Здравствуйте, это профессиональный разговор. Сегодня мы разговариваем с Мариной Быковой, финансовым директором ТО «Восток Цветмет». Марина Юрьевна, здравствуйте. Здравствуйте, Ермек. Спасибо, что нашли время для нас. Надеюсь, этот разговор будет интересен не только для меня, но и для вас и для наших зрителей. Спасибо, я тоже на это очень надеюсь. Расскажите о вашей работе, в чем она заключается, за что отвечает финансовый директор? Начну с того, что в службе финансового директора на сегодня 4 основных подразделения, и если я немного расскажу о каждом из них, я так думаю, картинка сложится. Это планово-экономический отдел, это централизованная бухгалтерия, финансовый отдел и отдел операционного учета или отдел хозрасчета. Начну с планово-экономической службы, потому что эта служба наиболее мне близка, я сама выходец из экономистов. Экономисты занимаются в первую очередь это бюджетирование, это формирование годовых лимитов на приобретение товаров, работ, услуг, контроль бюджета, отчетность оперативная по итогам месяца, квартала, года. Это различные расчеты по финансово-экономической деятельности, финансово-экономические обоснования различных проектов. То есть, вот, если несколькими словами, то так. Централизованная бухгалтерия – это основная, скажем так, служба, которая является мерилом работы компаний в том плане, что они занимаются себестоимостью, отчет о прибылях и убытках, годовой баланс, работа с дебиторами, кредиторами, взаимоотношения с поставщиками, подрядчиками в части взаиморасчетов, налоговые обязательства, контроль исполнения налоговых обязательств и многое другое. Финансовый отдел – это, естественно, все, что связано с деньгами, расчетные счета, ведение расчетных счетов, контроль остатков, размещение депозитов, валютные операции, сопровождение валютных контрактов и обязательств, контроль своевременного исполнения всех видов платежей. И отдел хозрасчета – это тот отдел, который, скажем так, в бэкграунде, мы редко про них слышим, мы редко их видим где-то вот в отчетности верхнеуровневой, но это та служба, которая занимается контролем движения материалов на предприятиях. То есть своевременное предоставление отчетности, контроль движения поступления материалов на центральные склады, далее на склады предприятий, списание, то есть полностью, чтобы вся цепочка была корректной, не было каких-то некорректных учетов в части движения ТМЦ. И потом на основании данных отдела операционного учета у нас уже формируется оперативная себестоимость по расходу основных технологических материалов и прочих материалов. Я, соответственно, нахожусь над этими всеми службами, и моя задача осуществлять контроль. Для меня вот отдел хозрасчета тоже, если честно, открытие.
Они вот с нами здесь сидят или они по Нет, подразделению? нет, в Усть-Каменогорске в офисе управления нет их. Они на площадках. Руководитель управления в Устоловке на Артемьевском производственном комплексе базируется. А девчата, в основном у меня девушки в этом отделе, они на предприятиях шахты, рудники, шахты, фабрики и, соответственно, вспомогательные подразделения. Ну, наверное, и для вас не секрет, что финансовый блок, в частности финансового директора, не все, если честно, жалуют, потому что именно вам приходится либо выделять деньги на какие-то проекты, либо, так сказать, зарубать какие-то проекты или финансирование. В этой связи, насколько сложно быть хорошим человеком для всех, либо профессионалом для немногих специалистов. То есть вот лавировать между этими понятиями насколько сложно? Для меня самое главное быть в ладу со своей совестью. И я любое свое решение, я сверяю со своими внутренними часами. Если нет какого-то диссонанса внутреннего, то я принимаю это решение. Я отлично понимаю, что хорошим быть всем не получится никогда, это нереально. Естественно, приходится принимать и не совсем удобные решения, но такова моя работа. Самое главное, чтобы я была в ладу сама с собой. Даже наши коллеги, которые на местах, могут простые работники, которые не разбираются в сложностях организационной структуры компании, могут подумать, что условно бухгалтерия один из самых многочисленных отделов, по сути, например, либо там финансовый отдел, даже планово-экономический, что они, по сути, занимаются ничем, так сказать, катают ручку по столу, это как будто бездельники. Но по факту мы же видим, что они работают, мы видим, когда проверки проходят, насколько они задерживаются на работе. Как удается вот так вот работать при таких стрессовых, так скажем, ситуациях? Дело в том, что вообще горнорудная отрасль, она достаточно сложная. Это касается всех направлений, в том числе, конечно, и финансового направления. Есть очень много тонкостей, есть очень много ограничений и контроля извне, есть много нюансов в том же налоговом учете. И, соответственно, мои службы, которые находятся в составе службы финансового директора, как раз-таки вот их задача такова, чтобы все организовать так, чтобы не было проблем, не было вопросов ни внутри компании, ни каких-то вопросов, приходящих извне. То есть вся отчетность, которая выходит за пределы компании, она должна быть сформирована качественно. И сама специфика, вот даже если мы говорим конкретно про ТО «Восток-Цветмет», она чем сложна? В структуре помимо 3 шахт и 2 фабрик порядка 38, по-моему, вспомогательных предприятий, и нужно все это взаимоувязать, нужно все проконтролировать, нужно, чтобы все предприятия были обеспечены лимитами, бюджетами, материалами, чтобы выплачивалась вовремя заработная плата. Очень серьезный и достаточно сложный блок по налогообложению недропользователей. У нас буквально вот в декабре закончилась налоговая комплексная проверка. Для меня это был первый опыт такого рода. И она на минутку у нас продолжалась 9 месяцев. То есть мы буквально все эти 9 месяцев были в стрессе, в таком достаточно серьезном, но испытании это мы выдержали. Для меня это был такой очень ценный опыт. У каждого есть своя зона ответственности, у каждого есть свое направление. Понятно, что такого рода труд его не сравнить с физическим трудом горняков в шахте или обогатителей на фабриках, но это немножко другое. Но тем не менее, именно вот эта наша горнорудная специфика, она однозначно не дает нам расслабляться. Грубо говоря, в какой-то шахте для какой-то буровой установки нужна буровая коронка. Они ее через службу снабжения заказывают, и в итоге приходит к вам на подпись, и вам приходится принимать решение. Насколько вы сами и ваши подотчетные отделы ваши хорошо разбираются в горно-рудной сфере, чтобы принимать вот такие вот решения? И на основе чего вы принимаете вот такое решение? Достаточно такой интересный вопрос. Все, что касается бюджета, это зона ответственности планово-экономического отдела.
Там у меня работают достаточно квалифицированные сотрудники с большим опытом. Многие, кто работают здесь в управлении, ранее работали на предприятиях, в том числе на шахтах, на фабриках. Естественно, работая экономистом на шахте, либо на фабрике, ты абсолютно погружаешься в этот производственный процесс. И ты уже все вот эти нюансы, которые связаны с производством, ты их постепенно начинаешь понимать. И чем больше твой опыт, тем больше ты становишься немножечко ближе к производственному блоку. И, естественно, ты начинаешь понимать все вот эти вот процессы изнутри. Уже когда ты погружен в это, ты уже легче принимаешь решения, связанные там с тем, что допустить, отказать и так далее. Кроме этого, есть нормативная база, есть статистика, да, которую мы ведем. Благодаря тому, что в плановом отделе все сотрудники уже с достаточно большим опытом, у всех есть наработанная большая база данных, которая нам позволяет принимать решения в ту или иную сторону. Ну и плюс ко всему мы очень тесно работаем с производственными службами. Конечно, иногда приходится спорить, приходится где-то, скажем так, может быть, иногда и ругаться, но консенсус всегда находится. Мы говорили про ваши отделы, и там руководители этих отделов довольно по характеру разные люди, по темпераменту разные люди. Вот как вам удается этих людей соединять воедино, ну, чтобы не получилось, как в той басне про лебедя, щуку и рак? Ну, люди, в принципе, все разные, да, и с этим приходится мириться, нужно что-то с этим делать. Я считаю, таким секретным ингредиентом во взаимоотношениях это, в первую очередь, уважение. Однозначно, любой человек заслуживает уважения, и при уважительном отношении можно решить абсолютно любой вопрос. Поэтому, когда они соприкасаются, мои службы, между собой, либо с моим участием мы соприкасаемся со службами иными, в первую очередь это умение выслушать, умение понять ту сторону, да, и найти какое-то единственное верное какое-то решение, какой-то компромисс. Ну, то есть уважайте, и все будет хорошо. Говоря об уважении, участвовал вместе с вами на совещаниях различных, на собраниях с работниками. Это и были трудовые споры, достаточно стрессовые, с накалом страстей. И я вот не помню случаев, когда вы повышали голос. И в целом, ну, по работе вот уже лет 10, наверное, мы с вами вместе работаем. Как удается сохранять самообладание, особенно вот в таких стрессовых ситуациях? Да, на работе я голос не повышаю, это точно. Мы взрослые люди, крик это во взрослой среде это контрпродуктивно, на мой взгляд. Но ведь хочется же иногда. Иногда хочется, да. Но здесь у меня сдерживающий фактор вообще тембр моего голоса, он не позволит мне красиво прокричаться. Алло, здравствуйте, а мама дома? Когда я беру трубку, да, думаю, что это мои дети, потому что у меня достаточно такой тонкий голос, поэтому, ну, это будет смешно со стороны. Я никогда этим инструментом не пользуюсь. Всегда нужно находить иные пути решения, которые удовлетворят всех. Вы родились Да. в Шемонайхинском районе. Да. Расскажите немножко о себе, кто ваши родители, чем они занимаются. Я родилась в Шемонайхе. Все свое детство, школьные годы я провела в поселке Усталовка. Это мой родной поселок, это моя малая родина. После того, как я окончила школу, я поступила в Усть-Каменогорск, в строительно-дорожный на тот момент институт. И, закончив его, вернулась опять в поселок. И буквально сразу же, ну, через полгода, наверное, я устроилась работать на тот момент на медно-химический комбинат. Естественно, это обусловлено тем, что мои родители работают там. Ну и вообще весь поселок, он горняцкий. Практически большинство населения, наверное, процентов 70-80 работают на производстве. И, соответственно, моя мама работала на МХК.
Она большую часть времени проработала диспетчером в автотранспортном цехе. По-моему, у нее стаж больше 30 лет. Вот. С отцом они в разводе, я его не знала. А мой отчим, он также работал на МХК, опять же в автотранспортном цехе токарем. Сейчас они оба на пенсии. Если погружаться чуть глубже в историю, да, то вообще в Усталовку переехали мои дедушка с бабушкой, где-то это был, наверное, 57-58 год. Дед у меня был горняком, он был первым руководителем Николаевского карьера. У истоков еще у Николаевского истоков, карьера. да, у истоков он стоял. У нас в семейном архиве есть масса фотографий, как разрабатывался карьер, как строился поселок, как поступали автосамосвалы новые, БелАЗ, которые занимались выгрузкой, перевозкой горной массы. И, соответственно, у нас вот такая вот семья производственная. Бабушка работала заведующей АБК, там же на Николаевском карьере. И у меня деда звали Николай. И я всегда в детстве думала, Николаевский-то, наверное, в честь моего деда карьера. Да. Вот. Ну, сейчас, конечно, уже дедушки с бабушкой живых нет. Родители, слава богу, живы-здоровы, оба на пенсии, живут в Усталовке, в своем доме, огород, внуки. Родились и выросли в поселке, так скажем, на периферии, даже если это горно-рудный поселок. Но зачем вам нужно было возвращаться туда? То есть вы стали экономистом, дипломированным специалистом, море возможностей. Почему? Зачем? На последнем курсе учебы я вышла замуж. Муж мой тоже жил на тот момент в Усталовке, его родители жили там. Естественно, я вернулась туда. Ну и вообще я не фанат больших городов. Даже сейчас, живя 11 лет, наверное, даже, 11 в Усть-Каменогорске, мы, по сути, живем на 2 дома, то есть все выходные мы в поселке. Ну, как-то городская суета, это не для меня. Мне спокойнее там. То есть я вот по натуре такой человек, который больше, скажем так, тяготеет к поселковой жизни, чем городской. Как истинная восточная женщина, да. Вы решили быть с мужем? Да, на тот момент, да, я еще не работала, конечно, тогда, но решила вернуться. Мама предложила мне, говорит, есть позиция, пойдешь, я могу переговорить, чтобы у тебя есть диплом, чтобы тебя рассмотрели как кандидата. Я говорю, хорошо, да, конечно. И, естественно, первым местом моей работы стал автотранспортный цех. На тот момент автотранспортный цех – это был основной практически цех, в составе которого были большегрузные вот эти машины БелАЗы. И основная задача была в выгрузке, вывозке руды с карьера. То есть вся экономика строилась вокруг АТЦ, потому что горняки они отбурили, взорвали, а то, как отработают и, скажем так, вывезут на гора руду, вовремя доставят ее на фабрику на переработку, это вся была ответственность в автотранспортном цехе. И на тот момент он был, по-моему, самый многочисленный. Вот. И я устроилась туда работать на рабочую позицию. Оператор, на тот момент была такая рабочая должность, оператор ЭВМ. Электронно-вычислительных машин. В институте я хорошо научилась работе на компьютере, соответственно, для меня не составило никакого труда. Эта работа, я освоила на тот момент уже компьютер, и я начала вот с такой рабочей позиции, свой трудовой путь. Те годы, когда было, так скажем, засилие экономистов, юристов, Да. финансистов. Зачем? Можно же было, наверное, какую-то редкую профессию, так скажем, выбрать. Я, когда оканчивала школу, и, значит, мама меня спрашивала, куда ты пойдешь, и на тот момент было очень популярна юриспруденция, адвокатура. Мама, я стану адвокатом, я пойду там в адвокатуру. Но когда дело пошло уже к поступлению, я взвесила свои шансы, ну и вообще, скажем так, направления, в которых мне интересно, и для меня однозначно это математика. То есть у меня с математикой все отлично. Вот. Я очень люблю математику, и у меня никогда не было никаких проблем. И, соответственно, все-таки я выбрала ту специальность, которая предполагала именно работу с цифрами. Плюс ко всему у меня есть старшая сестра, которая для меня всегда являлась ориентиром. И она в свое время, она старше меня на 9 лет, она в свое время заканчивала как раз-таки СДИ по специальности экономика
в автотранспорте. И я, нисколько не думая, пошла туда же. Ну и, в принципе, я не ошиблась. Но вы же экономист все-таки. Да. Вот как строилась ваша карьера, по сути, после вот электронно-вычислительных машин на АТЦ? Моим первым, скажем так, наставником в автотранспортном цехе была Наталья Юрьевна Шапарева, вы, наверное, знаете ее. Да, я пришла работать как раз-таки под ее начало. Это моя позиция первая была у нее в подразделении. Она на тот момент возглавляла службу экономики и заработной платы автотранспортного цеха. И ввиду того, что мне легко давалась работа, я не могу просто так сидеть, я постоянно в соседний кабинет не бегала. Я закончила, что мне еще? А что мне еще дадите? Я это сделала, дайте мне еще, пожалуйста, какую-то работу. И она на меня посмотрела, скажет, надо, наверное, подгрузить. Я буквально немного поработала оператором, и она меня перевела экономистом. Но она же, это же служба персонала, по сути, была. На тот момент это была единая служба. Она называлась прям отдел экономики и оплаты труда. Она тоже экономист, Наталья Юрьевна, по сути своей. И она занималась экономикой АТЦ. Вот. И, соответственно, я начала работать экономистом. Потом меня сделали ведущим, потом отделы разделили. И я возглавила вот эту отделившуюся половинку, которая занималась как раз-таки экономикой. Она осталась полностью в заработной плате и труде. Вот. Так, получается, я глубоко погрузилась в экономический блок. Я очень часто участвовала в производственных различных совещаниях, где все такие мужчины, производственники. Мне на тот момент было, может быть, там лет 25. Меня заметил на тот момент директор комбината, это Буранбаев Мухамбет Бесенович. И он мне предложил позицию финансового директора. На тот момент это был главный экономист. Он говорит, я понимаю, что ты не готова сейчас, и у меня есть план. Я тебя по чуть-чуть в каждом отделе подержу, то есть в труд, в финансы, в бухгалтерию, и потом там где-то через 1,5 года я вижу тебя на этой должности. Вот. На тот момент была главным экономистом Дрючина Галина Петровна. Она уже была на пенсии, далеко пенсионный возраст у нее был. Но, к сожалению, мне не удалось вот этот весь план, чтобы его был осуществлен. Я буквально только, наверное, месяцев 7-8 поработала в отделе труда, что, в принципе, мне очень пригодилось в дальнейшей моей работе. И, соответственно, наверное, в 2005 году меня назначили вначале заместителем главного экономиста, а потом и главным экономистом. Это, по сути, достаточно тоже стрессовая ситуация. Понятно, очень что стрессовая. У всех есть амбиции, очень стрессовая. Да, для меня, конечно, это было очень сложно. Мне еще помогло то, что Мухамбет Бесенович, он меня направил на целый месяц в Жезказган учиться на тот момент к финансовому директору корпорации «Казахмыс» Карибозовой Бакыташ Магомбетовне. Это ее я считаю своим вторым наставником. Когда я приехала, совсем, скажем так, зеленая, да, она всегда находила время на меня, помогала мне, и потом все то время, что мы с ней работали вместе, я всегда чувствовала ее поддержку, за что ей большое-большое спасибо. Вот. И, соответственно, вернувшись оттуда, я немножко, конечно, месяц это, естественно, мало, но немножко я уже начала понимать хотя бы суть работы. И дальше потихоньку начала учиться, скажем так, где на своих ошибках, где коллеги меня учили, где там что-то в книгах, что-то там у наставников, у своих, у старших, да, там та же Наталья Юрьевна всегда мне помогала. В общем, как-то так. Я же правильно понимаю, что на тот момент МХК было самостоятельным подразделением, да, которое подчинялось Жезказган? Корпорация «Казахмыс». Да. То есть, по сути, были финансовым директором, который отчитывался в Жезказган. Да. Вот эта сложность, насколько сложно было вот эта часть отрабатывать? Сложно, очень сложно. Мы ездили на все отчеты туда, мы ездили на защиту бюджета в Жезказган. Учитывая, что прямых рейсов туда нет? Да. А на тот момент самолетами нас как-то не очень разрешали нам перемещаться. И мы ездили на машинах. То есть собиралась буквально такая вот серьезный такой караван
первых специалистов, и мы на 3-4 машинах выезжали, например, на защиту бюджета или там на защиту инвестиций. Это где-то 3-4 тысячи километров? Полторы? Да. Я четко помню, потому что как мы передвигались, 500 до Павлодара, 500 до Караганды, потом 500 до Жезказгана. Вот. Иногда за раз доезжали, иногда с остановками в Павлодаре или в Караганде, по-разному было. Это сложно было, да, но это вот такая школа. Школа Казахмыса, она закаляет. МХК всегда был отдельной структурой, как Жезкен, Пелусовка, но в процессе работы было несколько реструктуризаций, которые достаточно стрессовые для финансового блока. Понятно, что шахтеры-обогатители как работали, так и работают на производстве, возможно, перезаключают трудовые договора. Но вашему блоку как работалось в такой ситуации, когда только наладил ситуацию, надо заново что-то делать? Реструктуризаций было много. Это действительно так. Любая реструктуризация – это нагрузка на 2 службы в основном. Это юристы и бухгалтерия. Бухгалтерия должна правильно среагировать в части разделения либо слияния балансов, разделения либо слияния дебиторско-кредиторско, разделения либо слияния активов. И, соответственно, все цифры должны быть максимально корректными, максимально соответствовать отчетности. Это большая работа, очень большая. Любая реструктуризация – это не месяц, не 2, полгода и больше. Да? Самое главное, и мы все, наверное, уже это прекрасно понимаем, чтобы был четкий план действий с четкими сроками, с четкими ответственными лицами, назначенными на тот или иной пункт мероприятий, и регулярный контроль исполнения всего того, что намечено. Тогда, в принципе, никаких срывов не должно быть. И, естественно, максимальная вовлеченность всех участников процесса, которые так или иначе могут обладать той информацией, которая необходима при такой реструктуризации. Мы, ввиду того, что уже неоднократно через это проходили, последняя реструктуризация наша, когда мы присоединяли Казминерал Сервис в систему ТО «Восток Цветмет», она уже прошла практически без сбоев. Несколько реструктуризаций, несколько собственников компаний, несколько подразделений, которые соединялись, разъединялись, несколько оптимизаций. Но вы всегда на переднем плане, на передовой, вы всегда финансовый директор. Как удается оставаться на плаву? Потому что мы же помним словосочетание «командная работа», которое раньше имело негативный оттенок, когда все уходили командой, все приходили командой. Для меня это на самом деле тоже секрет. Не знаю, так получалось. Были случаи, 2 точно абсолютно, я помню о них, когда я приходила ко вновь назначенному генеральному директору и напрямую говорила о том, что если нужен человек с командой, я готова уйти, то есть я никоим образом не буду держаться за это место, на что в обоих случаях я получала ответ: иди работай. И, скорее всего, мне давался некий шанс показать себя, и, наверное, потом уже руководитель принимал решение, что он останется работать со мной, потому что, скорее всего, мои какие-то профессиональные качества подкупали. Где-то, наверное, 8-9 руководителей я сменила. Хорошо это или плохо, я не знаю. Я, в принципе, по натуре достаточно консервативный человек. Я очень тяжело то, что касается конкретно меня, изменения принимаю. Как говорится, да, сейчас популярный проект 4-5 лет, все, иди в другое место, пробуй себя. У меня нету такого чувства, что я уже все знаю и мне тесно. То есть я постоянно что-то новое для себя открываю, что-то новое для себя узнаю и, в принципе, развиваюсь все равно. Какой главный инструмент работника финансового блока? Это формула Excel и калькулятор? Формула Excel однозначно. Большинство из моих служб мы, естественно, работаем в Excel.
потому что это цифры, это формулы. Калькулятор однозначно. У меня даже сохранился еще мой самый первый калькулятор, с которым я вошла, скажем так, в работу еще оператора. А для чего вы храните? Это какая-то память, реликвия? Во-первых, он мне очень долго служил, а во-вторых, да, ну, своего рода талисман. Поэтому однозначно Excel, однозначно калькулятор. Для меня еще очень много я времени провожу в Word, потому что пишем достаточно много служебных записок, пояснительных, поэтому Word. Ну, естественно, наши профессиональные программы. На сегодня бухгалтерская служба работает в 1С. У плановиков тоже есть свои программы. Кстати, вот 1С – это вот такое слово, которое всегда нас слышит. Что оно из себя представляет вообще? Это информационная система. Мы внедрили ее достаточно недавно по бухгалтерской службе. Она закрывает все вопросы бухгалтерии, связанные с учетом, отчетностью, себестоимостью. Сейчас следующий модуль у нас на внедрение – это налоговый учет. Поэтому, скажем так, это основной инструмент на сегодня бухгалтерии. А как рабочий день у вас начинается? Вы приходите, разделись и сразу калькулятор? Сразу. Я начинаю, как правило, с почты электронной, включаю компьютер и начинаю просматривать почту, потому что с учетом разницы во времени могут быть письма, которые получены после окончания моего рабочего дня. Смотрю почту и, соответственно, потом начинаю уже работать с документами, с документацией. Это бумажные документы, это документы в нашей системе документооборота Lotus, то есть работа с документацией, и начинаются звонки, естественно. То есть телефон – это мой такой прям полномасштабный рабочий инструмент, потому что очень много звонков. Совещания рабочие, график, как правило, уже на неделю вперед составлен по совещаниям. Есть понимание, в какое время мне нужно к какому совещанию подключиться, если это онлайн, либо пройти в конференц-зал, либо достаточно часто совещание проходит у меня в кабинете, благо место позволяет. Много вопросов замыкается на вас. И вот насколько ваше слово имеет последнее значение? Или вы до конца, у вас какой-то совещательный, консультативный орган есть, в котором вы обсуждаете вот до последней росписи вот этот момент? Все решения однозначно принимаются первым руководителем компании. Моя задача как финансового директора рассмотреть все возможные варианты решения того или иного вопроса и предоставить ему уже, скажем так, некую финальную версию, которая будет учитывать все плюсы, все минусы, которая будет учитывать все риски. И, соответственно, он уже, я имею в виду Ильсу Руслановича, он уже принимает решение, утверждает он предложенный вариант, либо нет. Касательно весомости, не могу сказать. Конечно, первые руководители, это технический директор, финансовый директор, они достаточно вовлечены в вопросы принятия решений. Но говоря о различных вопросах, которые вам приходится решать, в том числе вот звонки, много писем, что-то отвлекает от текучей работы, текучая работа же тоже есть, так сказать, которая каждодневная. Да, конечно. Вот в этом вопросе интересно, как вписывается туда вот наша социальная помощь, будь то нашим коллегам, будь то сторонним организациям, спонсорская помощь. Это же отвлекает, не говоря о том, что отвлекает весь ваш финансовый блок, начиная от планово-экономического, бухгалтерии, фино, вас отвлекает, но и ряд служб, таких как юристы, социальщики. Вот здесь как выстраивается работа, то есть как вклинить, так скажем, вот эту социальную составляющую процесса? Давайте начнем с того, зачем компании это все нужно, наверное, да, потому что если есть понимание, что это нужно, то, естественно, приходится решать вопрос, как это вклинить в рабочий процесс. К сожалению, конечно, не все вопросы могут решаться за счет средств государственного бюджета. Есть такое понятие, как социальная ответственность бизнеса. Здесь я, конечно, отчасти могу согласиться, потому что сейчас крайне высокая налоговая нагрузка, в том числе на недропользователей. Большие суммы налогов мы уплачиваем, поэтому, конечно,
то, что еще сверху какие-то ждут от нас социальные, скажем так, вливания в регион, ну, для нас это все равно, как бы то ни было, значительно, существенно. Понятно, что если, например, вопрос не решается каким-то образом, то приходится нам вовлекаться вот в эти моменты. Особенно это касается регионов нашего присутствия. Это 3 района: Глубоковский, Шемонахинский, Бородулихинский. Мы периодически помогаем и в части ремонта соцобъектов, в части ремонта дорог. То есть всегда сильный помогал слабому, и от этого становился еще сильнее. Поэтому если мы чувствуем, что мы можем в части именно финансового состояния оказать какую-то помощь, и результат этого оказания помощи будет благотворен для наших работников, которые живут в этих районах, то, естественно, мы принимаем положительное решение. Ну а раз решение принято, соответственно, уже хочешь не хочешь, надо вовлекаться и оформлять это уже все должным образом, заключать соглашение, закуп осуществлять, если нужно, и так далее. Насколько я знаю, закон о недропользовании, либо кодекс о недропользовании нас же обязывает с каждого контракта выделять деньги. Как это соотносится? То, что предусмотрено рабочими программами, контрактами на недропользование, эти обязательства мы исполняем безоговорочно. Мы перечисляем ежегодно определенные суммы, которые в рабочих программах предусмотрены, но, соответственно, заявления, скажем так, ходатайства, прошения, они поступают все равно, потому что ряд вопросов все равно не решается так, как хотелось бы. Для меня не было удивительно, что вы стали одним из лучших работников компании, группы Казминералс. Вот у вас золотой значок. Да. Вот. Расскажите, какие были достижения, что привело вас к этому званию? Может быть, какие-то проекты, может быть, что-то еще? Я не ставила перед собой задачу конкретно получить золотой значок, и у меня не было цели прям идти и двигаться, там, копить значки медные, потом серебряные. Как-то получилось все само собой, потому что я однозначно активно участвую во всех проектах, сама предлагаю какие-то изменения, и плюс госнаграды, которые у меня есть, они тоже повлияли на количество значков. Соответственно, в итоге получилось то, что вот получилось. Да? Я наконец-то... Мне, кстати, Олег Николаевич так сказал, ну, наконец-то. Я получила золотой значок, и для меня это, конечно, важный такой этап. И признание, скажем так, очередное моих профессиональных достижений. Если говорить о каких-то проектах интересных, да, это программа лидерства, достаточно такой интересный проект, который позволяет раскрыть как раз-таки завесу всего то, что происходит в управлении перед теми, кто находится на передовой. То есть мы проводили встречи с руководителями предприятий, с заместителями, с начальниками участков, с мастерами, и как раз-таки давали небольшое такое введение в экономику, в труд, там, я не знаю, в производственные какие-то вещи. Чтобы они сами ориентировались. Чтобы они примерно понимали вообще азы, скажем так, тех направлений, с которыми они, может быть, не совсем прямо связаны. Помимо этого, им давались наиболее такие глубокие знания именно в их направлениях, в части, например, там, геотехники, безопасности и так далее. То есть это такой, ну, достаточно, на мой взгляд, очень полезный и интересный проект. И, ну, я в нем тоже участвовала, готовила презентации и себя в роли, скажем так, лектора, учителя попробовала. Программа, она еще продолжается? Она продолжается, да. 2 потока прошло. А если говорить о самой программе признания заслуг, что вы о ней думаете? Как мотивация, она работает? Как по-вашему? Да, на мой взгляд, она как мотивация, конечно, работает, и об этом говорит увеличивающееся количество лучших работников. Возникал вопрос в этом году, что от ВЦМа много руководителей. Ну, я считаю, что это просто совпадение. И
Наша задача сейчас все-таки как-то ее, вот эту программу, довести до тех, кто у нас находится на предприятиях, в том плане именно им рассказать, что она работает. Мы это уже обсуждали и с ресурс-менеджером в том числе, потому что у людей все равно, как бы то ни было, в шахтах, на фабриках, в вспомогательных подразделениях есть некая доля скепсиса, потому что все привыкли, мотивация – это здесь и сейчас. А здесь надо немножечко времени, немножечко иного рода усилий прилагать, да? Но она работает. И есть тому подтверждение. И поэтому наша задача сейчас в том числе как-то, скажем так, замотивировать, влечь вот в эту программу максимальное количество работников ВЦ. А вы не думаете, что нужно немножко поменять программу именно с учетом интересов, возможностей именно простых рабочих, которые, допустим, на передовой? Условно говоря, я выхожу со смены, иду отдыхать, следующий день у меня отцепной отдыхной, и я прихожу на смену. То есть у человека круговорот своих смен и работы, и вот сюда, чтобы вклинить эту программу, то есть думаете ли вы, что-то можно было поменять там? Либо достаточно разъяснительной работы? Как может, на мой взгляд, да, как может рабочий, простой, да, все-таки заработать значок признания? Мы, в том числе и с моими ребятами, разрабатывали ряд программ, которые позволили бы это сделать. В том числе, например, какие-то небольшие предложения, возможно, они могут быть совсем прям небольшими, но приносят какой-то эффект. Будь то экономический, будь то там, в части безопасности, будь то в части сокращения рабочего времени. Да? То есть что-то небольшое, что улучшит производственный процесс. Это как раз-таки делается в рабочее время. Да? То есть человек, когда достаточно длительное время работает по своей профессии, он уже видит, где что можно улучшить. То есть не только какие-то крупные там победы, которые на виду, которые на слуху, а вот такие маленькие-маленькие шажочки, они в итоге могут привести к хорошему результату. И вот мы сейчас как раз-таки выдвигаем на присуждение медного значка признания работника по строительно-монтажного управления в Артемьевском производственном комплексе. Он предложил установить лебедку для того, чтобы облегчить труд по переносу леса. То есть облегчить человеческий труд. До этого они там брали его, руками тащили, распиливали и все такое прочее. Там финансовые вложения незначительные, но тем не менее на выходе эта лебедка, она, во-первых, ускоряет процесс, она обезопашивает процесс, она высвобождает рабочие руки. Казалось бы, немного, да, но тем не менее результат достаточно такой ощутимый в рамках цеха. То есть, по сути, нужна инициатива. И человек, который эту инициативу увидит, поймет и, да, так сказать, и самое главное, нужно здесь, чтобы эта инициатива была поддержана первым руководителем. То есть здесь нужно еще, чтобы очень были вовлечены линейные руководители, руководители подразделений, чтобы они поддерживали и сопровождали вот эти идеи до их логического завершения и не давали как-то им там потухнуть. Перейдем к такой трендовой, что ли, тематике. Вы директор по финансам, финансовый директор. Но сейчас есть такая фем-повестка, так скажем, когда не директор, а директорка. Вот вы директорка или директор? Однозначно директор. Я за чистоту русского языка однозначно. Директор, я не знаю, врач, специалист, юрист. Меня это вообще никоим образом не оскорбляет. Есть слово, оно мужского рода, и то, что его применяют к женщинам, мне это вообще никак не оскорбительно. Ну, я не знаю, мне кажется, не та эта тема, которая может там задевать человека. Возможно, кому-то это важно. Ну, я директор.
Хорошо. Ну, говоря скажем, о гендерных вопросах, понятно, финансовый блок, он всегда преобладал и был женским, Да. так скажем. Да. Но если говорить в целом о производстве, да, понятно, Ақтоғай, Бошакөл, там сейчас есть женщины-водители, больших грузов, малотоннажной техники. Как вы считаете, насколько актуален этот вопрос для шахт? Понятно, и обогащение, по сути, имеет женское, так Да. скажем, лицо, но вот именно добыча. Я думаю, что если женщина хочет попробовать, и она не боится сложностей, то шанс однозначно надо давать. Говоря в каком-то таком крупном масштабе, да, о равных правах, однозначно права должны быть равные. Образование, обучение, образование, социум какой-то, да, женщины должны быть не ограничены в правах, это однозначно, это мое мнение. Но, опять же, нельзя забывать о том, что все-таки мы разные, да? Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Вот. И как бы то ни было, женщины, они многозадачны. Почему я всегда боюсь садиться за руль? И муж мне всегда говорит: лучше не садись, давай я. Потому что у меня, помимо того, что я еду, у меня в голове 100-500 вопросов, на которые я должна ответить, какие-то решить вопросы, задачи, о чем-то подумать, что-то там сделать. И, естественно, я прекрасно понимаю, что я не буду никогда водить машину так, как водит мой супруг. Есть, конечно, женщины, которым это удается, и слава богу, что так оно есть. Но все равно, как бы то ни было, нельзя не учитывать вот эти вот ментальные, да, нюансы, скажем так. Но, опять же, возвращаясь к уважению, нужно уважать выбор. Если женщина хочет попробовать, если она считает, что ей будет комфортно, если ей будет интересно, если она с этим справится, почему бы и нет. Хотел бы еще поговорить вот об этой ситуации. Ну, понятно, мы название партии не говорим, но вы были депутатом областного маслихата. Да, 7-го созыва. Да. Депутат областного маслихата, слово депутат звучит, это, конечно, прям круто. Да. Но у депутата областного маслихата нет заработной платы, нет служебного автомобиля. Зачем оно вам? Зачем вот этим заниматься в нагрузку вот тому, что сейчас вот происходит вокруг? Ну да, интересный вопрос. Можно, конечно, говорить высокопарно, там, я люблю свою родину, я хочу быть полезной, да. Но это все тоже имеет место. Когда был в 2020, по-моему, году праймерис, мне предложили попробовать, да. И для меня это было своего рода, ну, какое-то такое новое испытание для меня, с которым мне было интересно, справлюсь я или нет, получится у меня или нет. Плюс ко всему, это все равно немножечко другая плоскость, новый опыт, вот, новые люди, новые знакомства. И здесь плюс к этому, да, у меня появилась на тот момент возможность все-таки каким-то образом помочь моему родному району. То есть я выдвигалась в область от Шемонайхинского района. И если говорить про мотивацию, то как раз-таки вот благодарность за те, скажем так, дела, которые мне удалось каким-то образом посодействовать их решению, их немного. Сразу скажу, что сложно очень, и не все удается, что задумывается, да? Но вот эта благодарность, она как раз-таки является той мотивацией для меня. По сути, вы волонтер, если вот так да, вот. Просто да. с депутатским мандатом, но вы... Ну, реально ли есть рычаги воздействия у депутата областного маслихата? Рычаги есть.
Рычаги есть. Другой вопрос, что я очень долго их нащупывала. То видите, вопрос в том, что я вообще пришла извне. Я никогда в госслужбе, в госструктуре не работала. Для меня вообще государственная машина управления, государственный аппарат — это был темный лес. И я достаточно долгое время вообще вот понимала, как вообще все это происходит. Но рычаги есть, и это связано в первую очередь с необходимостью выстраивать коммуникации с профильными управлениями, с акиматом, там, с акиматами на местах, пытаться там как-то их проблемы донести до управлений области, как-то посодействовать решению. Еще есть такой неплохой рычаг, метод воздействия, как депутатский запрос. То есть можно направить в любое госучреждение запрос, в котором изложить то, что тебя волнует, ну, либо волнует твоих избирателей, и, значит, есть определенное законом время, в течение которого тебе должны дать ответ. Насколько я знаю, депутатский запрос игнорировать нельзя, по-моему. Да, нельзя. Ну, все-таки для меня вот ваша работа как депутат — это больше социальная нагрузка, я так понимаю. Да. Потому что, ну, помимо всего прочего, депутат областного маслихата и утверждает бюджет. Да, областной. на сессиях. Да, и то есть там могут быть различные вопросы, Да. как и социальная сфера, как и образование. Говоря о социальной сфере, мы как компания достаточно социально ориентированы, но зачастую приходится работать либо с какими-то большими фондами, но есть и запросы людей, частный запрос людей. И в большинстве случаев приходится отказывать людям, потому что мы должны для своих работников что-то сделать, есть ограничения по бюджету. Вот как вы себя чувствуете, когда приходится отказывать какому-то ребенку в лечении? Но вот как раз-таки с отказом детям достаточно сложно. Когда приходит запрос на помощь для лечения больного ребенка, это, конечно, всегда сложный выбор. И с учетом того, что я сама мать, я сразу все это пропускаю через себя. Но приходится иногда делать такой выбор. Если нам приходится отказывать в каких-то случаях, то мы всегда стараемся каким-то образом привлечь работников компании для оказания посильной помощи в добровольном порядке. Вот буквально на прошлой неделе пришел запрос с Шемонахинского района на операцию девочки. И сумма достаточно большая. Мы понимаем, что сейчас мы не можем себе этого позволить, но я попросила, чтобы сделали рассылку, и каждый в силу, скажем так, своей финансовой возможности, чтобы оказал помощь этому ребенку. Ну, хоть небольшие какие-то вот такие моменты, да, но мы пытаемся решить. В этом плане наши коллеги достаточно активны. Да, да, спасибо большое им за это. Да. Мы в том году собрали большую сумму, когда пожар в Риддере случился. Вот, и, ну, помогаем, спасибо. У всех на слуху сейчас и мошенничество, и растраты, и нецелевые использования средств. Ну, я имею в виду простых граждан, которые вот свой бюджет не могут Что бы вы им посоветовали? Какие есть лайфхаки, наверное, в этом плане? Ну, в первую очередь надо начать с того, на мой взгляд, да, чтобы какой-то хотя бы небольшой процент, какую-то фиксированную сумму, пусть она будет небольшая, но ее ежемесячно откладывать. Будь это там 5 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч, ну то есть кто сколько может, да. Это надо, это дисциплинирует, скажем так. Это финансовая подушка такая. Ну да, это своего рода первый шаг к финансовой дисциплине. Второй момент — это, конечно, не совершать каких-то импульсивных покупок и всегда задавать себе вопрос, зачем мне это нужно. У нас восточный менталитет такой, что мы хотим всегда, чтобы окружающие о нас думали
хорошо, да. Дорого-богато. А что такое хорошо, да? Это iPhone 14 как минимум и так далее, да. То есть здесь надо понять, ну, для чего? И стоит ли вот это вот пускание пыли в глаза всех тех проблем финансовых, которые потом могут возникнуть в дальнейшем. Надо всегда уметь сопоставить, скажем так, пользу от этой покупки и последствия. К сожалению, я вижу это и в том числе в рабочем процессе, что очень много граждан у нас закредитованных, я имею в виду даже работников компании, и потом это все через частных судебных исполнителей приходится решать. И, скорее всего, если мы начнем разбираться, то там нет каких-то предметов первой необходимости, я больше чем уверена. Да? И поэтому я считаю, вопрос все-таки финансовой грамотности и разъяснения вот этих вот нюансов для людей, он очень важен. И мы, в принципе, думали о том, чтобы совместно с юроделом нам реализовать вот такой проект, в котором мы могли бы рассказать нашим работникам о том, что существуют некие методы, даже если вы оказались в такой ситуации, да, то можно сделать реструктуризацию займа, можно каким-то образом получить рассрочку, либо там отсрочку. Вот. Мы, в принципе, даже со стороны финансовой службы готовы оказывать помощь консультативную, либо уже непосредственно помощь по взаимодействию с банками для того, чтобы вот эту ситуацию выровнять. Но самое главное, чтобы человек это понял, и он не наступал на эти грабли еще раз. Все женщины в своих семьях — это экономисты, финансисты, бухгалтера и держатели бюджета, так скажем, в целом. У вас как это работает? То есть, понятно, что, кроме всего прочего, вы финансист с большим стажем, экономист с образованием. И кто заведует бюджетом в вашем доме? Супруг, который бизнесмен, и он знает цену деньгам, так скажем. Либо вы человек, который работает с большим объемом финансовой документации и экономики? Не знаю, наверное, в большинстве семей все-таки женщины заведуют семейным бюджетом, и наша семья не исключение. Естественно, какие-то крупные покупки мы совершаем сообща, предварительно согласовав, а остальные, наверное, более, скажем так, мелкие решения я принимаю сама, мне супруг в этом всецело доверяет. То, что касается учета, скажем так, да, то я, наверное, уже года 3-4 пользуюсь мобильным приложением, к сожалению, сейчас не вспомню, как оно называется, которое позволяет учитывать все расходы, все поступления по видам затрат. И, соответственно, я каждый вечер в телефон быстренько заношу все свои траты по направлениям: спорт, здоровье, дети, еда, коммуналка. И у меня за год я могу вытащить, куда же я потратила деньги, потому что, как правило, да, в конце месяца, а куда же я потратил деньги? Да? Вот я об этом знаю, куда я их потратила, то есть я уже примерно понимаю, какая доля у меня уходит на какое из направлений моего, скажем так, нашего семейного бюджета. То есть супруг ваш не сможет вас заставить врасплох с вопросами, куда делись деньги? Нет, однозначно, однозначно. У меня четко все распределено, скажем так, и учет ведется. Говоря о детях, чем ваши дети занимаются? У меня 3 детей. Старший сын у меня студент магистратуры, ему 22 года, Александр. Он выбрал для себя направление экология природопользования. Вроде бы как не самое популярное направление у них, насколько я помню, в группе было всего 9 человек. Вот. Но мы с ним обсуждали этот вопрос, и я ему сказала, чем дальше, тем больше будет востребованности, потому что экологическая ситуация в мире, она не улучшается, она ухудшается, и, соответственно, как специалист ты будешь всегда востребован. В целом экологическая повестка всегда... она всегда актуальна, да. Младшему сыну 12 лет, он учится в 6 классе, занимается сейчас баскетболом, он прям ворвался в него, скажем так, ему очень нравится. Вот. Дочери 10 лет, она ученица 4 класса, сейчас она занимается у меня, если мы про внешкольное время говорим, легкой атлетикой. Вы говорили, что
Ваш супруг тоже из столовки? Да. Чем занимается супруг ваш? Он у меня индивидуальный предприниматель, зовут его Владимир. Мы вот буквально на днях отметили 23-ю годовщину нашей совместной жизни. Да, спасибо. У нас небольшое СТО в столовке, и он занимается автосервисом. Ну, кстати, он не ревнует вас к работе, то есть у вас загруз постоянный. Ну, вот я за это прошу прощения, но бывало, когда вы в отпуске, мы вам названивали, какие-то вопросы решали. Ну, то есть это его не бесит? Нет, за все время, что я работаю на этой позиции, он ни словом, ни делом никогда меня не упрекнул в чем-то, за что ему большое спасибо. Наоборот, я в его лице всегда нахожу поддержку. Даже когда мне тяжело, опускаются руки, он всегда находит нужные слова, чтобы меня мотивировать и, скажем так, продвинуть вперед. У него это вообще классно получается, за что ему тоже большое спасибо. Ну, бывают ли моменты, когда вы теряете вдохновение? Ну, может быть, это не только работы касается, в целом. Когда опускаются руки, что вы делаете? Ну, работа финансового директора, она все-таки не про вдохновение. Бывают, конечно, такие моменты. Здесь, в первую очередь, важно трудолюбие, труд. То есть постоянно быть, скажем так, в процессе, да. Но, как мне говорила моя бабушка, смена работы тот же отдых. Поэтому я просто-напросто с умственного труда перехожу на физический, либо вклиниваю, пытаюсь занятия спортом. У нас в Устоловке дом, у меня там огород, хоть небольшой. Сейчас вот весной начнется вся эта история, связанная с огородом. Переключаюсь просто-напросто, и все. Лошадки помогают от стресса? Я несколько раз видел, как вы... Да, лошади – это мечта моего супруга реализованная. Он родился сам в селе Зевакино. И там, наверное, лет до 7 рос, и поэтому он ездил верхом с детства. И у него была всегда мечта, что есть лошади, и наши дети на них ездят. И вот эта мечта, она реализовалась, оба сына отлично ездят. Для меня езда верхом – это больше про преодоление, потому что я все равно боюсь. И каждый раз я немножечко делаю шажочек вперед, пытаюсь как-то научиться чему-то, пытаюсь как-то вступить с лошадью в контакт. И я вообще часто вызовы такие бросаю себе. Боюсь, но я делаю. Это и горных лыж касается, когда забираешься наверх, да, и думаешь, господи, как ты отсюда вообще сейчас спустишься. Но стараюсь, да. Поэтому, и, соответственно, потом, когда я уже спускаюсь, я получаю удовольствие от того, что да, я это сделала. Ну, а в целом спорт какое место занимает в вашей жизни? Каким спортом вы занимаетесь? Ну, к сожалению, конечно, небольшое, потому что сложно достаточно в мой график вклинить достаточное количество часов занятий. На сегодня для меня это 2 часа в неделю йоги, 2 раза. И выезды с семьей, то есть коньки, горные лыжи, беговые лыжи. Есть возможность, мы стараемся выезжать. Сейчас сойдет снег, это велосипед. Я обожаю вообще ездить на велосипеде, это просто, я такой кайф ловлю. Я и по городу последние несколько лет, во внерабочее время я перемещаюсь на велосипеде. Благо велодорожки. Да, спасибо, да, у нас город позволяет это делать, то есть я выезжаю и куда мне надо по своим делам, я езжу на велосипеде с рюкзаком, то есть мне это вообще очень нравится. Конечно, хотелось бы немножечко добавить нагрузки, но пока не получается. Думаю, куда мне вклинить лишний час. Есть у вас мечта, о которой можно рассказать? Да, конечно, можно, есть. Она не такая уж и секретная, и не то, о чем нужно молчать. Я достаточно давно фотографирую. Первый фотоаппарат мне подарил мой супруг. Мы еще не были женаты, я училась в институте. И тогда были вот эти мыльницы Canon. Вот это был мой первый фотоаппарат, еще пленочный. Потом, значит, он мне купил уже цифровую камеру получше.
У нас очень много фотографий дома, десятки тысяч, наверное. Правда, очень много. И я всегда хотела, мечтала все-таки заняться более профессионально фотографией. Я отучилась на небольших курсах, но мне не хватает практики, просто потому что не хватает времени. И вот все-таки я бы хотела как-то выбрать время и все-таки научиться профессионально фотографировать. Это вот одна из моих таких мечт, которые, я надеюсь, все-таки когда-то реализуются. У вас много друзей? Нет, нет. Причем это не потому, что я на этой позиции, да, я, скорее всего, по складу характера такая, что я достаточно сложно схожусь с людьми, это прям с детства. И не могу сказать, что у меня много друзей. На сегодняшний день у меня есть один мой верный такой настоящий друг, точнее подруга. К сожалению, она сейчас в другой стране живет, но мы общаемся. И вот спасибо ей за то, что вот она есть. Ну и завершающее, наверное, на сегодня. Есть ли у вас какие-то слова напутствия, может быть, либо пожелания для коллег? Может быть, для молодых ребят, которые сейчас вот думают о том, чтобы прийти в сферу? Ну, что хочу сказать. Однозначно ничего легко не дается и просто. Любое достижение, любая какая-то победа, она не приходит просто так. К ней надо идти целенаправленно. И поэтому здесь что важно? Здесь важна целеустремленность, очень важно трудолюбие, очень важно расставлять приоритеты и не бояться, что все получится. Спасибо. Спасибо за интересный разговор. Спасибо вам. Это было круто. Спасибо. Мы Надеюсь. еще увидимся. Спасибо. Спасибо.